вообще такие виды спорта, как вот, авиационные виды спорта и все такое, это человек должен об этом мечтать, наверное, с рождения. Так и у меня было. Я очень любила небо и очень мечтала летать. Откуда Я у вас хотела, были такие ну мечты? вот я Каждая почему-то, девочка да. мечтает стать актрисой, допустим, артисткой, а вот вы мечтали о Нет, небе. Почему? я всю жизнь мечтала летать, прыгать. Это было, наверное, я так родилась, не знаю, потому что у меня не было вообще в мысли другой профессии, чтобы я что-то хотела там помимо летать, ну вообще не было. И, может быть, это еще у меня папа возил хлеб, он был водителем у нас в Казахстане. И первый раз я увидела парашютистов, когда он меня с собой брал покатать, ездила я с ним. И я первый раз увидела вдалеке, в поле, эти белые купола. И это меня так вот прям, хотя до этого я летать хотела. Я хотела быть летчиком обязательно. Небо, жизнь моя должна была быть связана только с небом. У меня не было другой кто-то мечтал там профессором быть там, или продавцом быть, или еще что-то там. У каждого своя мечта, журналистами быть, там, артистами. А у меня вот была мечта только летать. И когда и в школе, и с детства я не могла о другой профессии вообще. Я не представляла себя, что я кто-то буду, только не летать. И я вот с этой мыслью росла. И когда мне исполнилось 16 лет, даже не знаю, 16 лет, по-моему, или 17, вот сейчас я точно не помню, сколько это было. Вот у нас вот тут вот на Катаяме внизу находился учебно-авиационный центр. И там прыгали, и у нас был один любитель неба, наверное, который молодежь подтягивал к этому. Я попала в эту группу, и первые 3 прыжка я выполнила вот здесь, в учебном авиационном центре, под руководством ныне он покойный Вантюсова. Когда я в эту ночь в 4 утра мы должны были встать и поехать, и я всю ночь боялась, что мне что-то помешает выполнить эти прыжки. То есть это родители не могли вам помешать? Самое интересное, мама была против, но в итоге отец меня поддержал. Вот меня именно папа поддержал. Сначала, естественно, и он это не воспринимал как-то всерьез. Но потом, когда он понял, что это серьезно, и что я втихаря, тайком от них ходила, занималась в секции этого первую парашютную подготовку. Раньше это посложнее было. Надо было пройти 47 часов учебы. А сейчас можно прийти, там получил небольшой инструктаж и пошел прыгнуть. Сейчас проще с этим. Тогда это было очень серьезно. К парашютистам относились вообще. Я утром в 4 часа, мы приехали на аэродром. Я настолько была счастлива, что я буду сейчас в самолете, что я сейчас прыгну. И настолько я волновалась, чтобы не отменили, чтобы погода там не испортилась, или чтобы не было никаких причин. Почему-то я все время боялась, что какая-то причина мне помешает выполнить этот прыжок. Я настолько волновалась, что я не смогу прыгнуть по какой-то причине, что у меня пульс уже за 111 зашкаливал. Когда я прошли, мы же медкомиссию проходим предполетную, я подошла пройти комиссию, он говорит, ты что, говорит, это у тебя? Я говорю, я боюсь, что это что-то мне помешает. Сидя в самолете, опять-таки думаю, сейчас что-то помешает. Вот сейчас вдруг скажут, это не отбой, там, ветер, там, или еще что-то. Вот подошла к обрезу двери, и так я думаю, хоть бы что-то не помешало. Хоть бы что-то не... Вот единственная мысль у меня была, чтобы только я этот прыжок выполнила. Эсет, вот открывается дверь. Что вас толкало в эту бездну? Страха не было? Страха не было. Особенно, но этого страха практически ни у одного парашютиста на первом прыжке нет, потому что там неизвестность. Ты в самолете, у тебя почва под ногами, ты ее чувствуешь. И вот когда я уже оказалась под открытым куполом, я прыгнула, и купол
открылся. И вот во мне столько счастья было, столько восторга было. А нас еще предупредили, вы смотрите, обрадуйтесь, когда приземлитесь, не сидите, а встаньте, покажите, что с вами все в порядке. И я прилетела, пролетела, эта земля такая красивая, такая дымка идет там, улицы эти, все это ровно, красиво, такая, это столько счастья, петь хочется. Восторг такой, что ты в воздухе, что ты над всеми там, ты как птица летишь там. И на приземлении, естественно, вот от такого вот ощущения счастья я, естественно, встала, показала, что со мной все, и села. Я уже не могла стоять от радости, вот, не хотела сидеть, этот купол обнимать. Вот. Ну, потом пришли на старт, все нормально. Естественно, моя мама, она прибежала на аэродром, хорошо живет на Катаяне. Когда увидела, что со мной все, она просто меня увидела, повернулась и ушла. Хотя она была категорически против. У нее вообще даже это... А папа меня поддержал, вот меня отец поддержал, и, естественно... Ну, даже если бы он, мне кажется, не знаю как, если бы даже он не поддержал, этот прыжок бы я все равно выполнила. Потому что это была моя цель, это была моя жизнь. Он бы не узнал бы, я бы не знаю, как я бы сделала, но прыжок я должна была этот выполнить. Но меня отец поддержал, меня отец вообще, да, я что это, но он был, всегда он был на моей стороне. Вот, ну, я старшая дочка была. Странно, да. По тем временам вроде бы еще какие-то вековые законы для девочек действуют. Тогда они, были. Девочек готовят к замужеству, а тут отец отпускает свою дочку старшую. Мало того, что отпускает, он меня сам отвез на аэродром. Когда он сказал, пусть она прыгнет, ну, он не думал, что это меня так втянет. Он думал, ну прыгнет, успокоится. Как обычно думает, ой, там достигла какой-то цели. Ну, и ко мне пришли еще со мной, это дома пришли тех, кто далеко живет, но если в 4 утра уже надо выехать на аэродром, с Черноречицы, там ребят 10, мы там на полу дома положили эти матрасы, спали там толпой, вся эта толпа, которая человек 10, наверное, с которой должны были прыгать, у меня дома ночевали. Утром отец... Одна девушка были в этой группе? Я одна, да, я была одна чеченка. Остальные были там и русские, украинцы. Тогда у нас многонациональная республика была. Так что у нас как-то и не было таких вот разделений. Ну, мы дружили со всеми, все хорошо было. И вот мы приехали на аэродром. Я переживаю, что я вот сейчас что-то мне помешает этот прыжок выполнить. И, ну, в итоге я этот прыжок выполнила. И все, и больше я о другом уже у меня уже и не было. Я только летать, прыгать, все такое. И это уже стало вашей профессией? Это уже стало моей профессией. Что же дальше? Ну, я-то училась, училась и в университете, я училась. Ну, профессия, конечно, у меня была нелетная. Естественно, как и у всех, там и торговля, и экономика, и все такое. Ну, и мне даже пришлось поработать в другой сфере. Ну, я как спортсменка была. Это был как спорт, как и любой другой вид спорта, это был мой вид спорта. Я ездила на соревнования, там выступала за команду и все такое. Потом уже со временем где-то, когда уже здесь у нас в Грозном открыли, центр убрали, а открыли Центральный парашютный аэроклуб ДСАФ СССР. Это был единственный аэроклуб СССР, который находился в Грозном. Да, и со всего Союза, со всех из-за границ, и кто только к нам не приезжал, сборы проходили у нас здесь в Грозном. Круглый, практически 1 месяц у нас только отдыха был, зимний период, это декабрь, по-моему. А с января мы опять начинали уже прыжки. К нам приезжали со всего мира спортсмены на сборы, на соревнования. У нас проходили все чемпионаты СССР, РСФСР, мировые соревнования, потому что наш аэродром, который находился вот здесь, на Катаяме, считался лучшим аэродромом мира. А где находился? Он вот тут, вот прямо внизу, вот там. Сейчас там его застраивают.
Да, вот прям вниз там поле огромное было. Вот этот именно пятачок еще пока сохранился, где прыжки проходили. Это тот самый аэродром, на котором вот в начале войны сожгли все самолеты. Это тот самый аэродром. Там у нас стояли, у нас были вертолеты, самолеты, у нас большая база была. У нас было 4 вертолета, у нас было 7 самолетов. И первое, что начали бомбить, это наш аэродром начали бомбить. Самое обидное было, что потом выступали и говорили, что разбомбили базу боевиков. А это наша база была, наши... И военные самолеты были, и военные, да, не было никаких что военных. Не истребители Дудаева на этом да, аэродроме были. Это была неправда. Там вранье. кроме Ан-2 и Ми-8 других авиационной техники не было, вот, я имею в виду летательных аппаратов, кроме этих. Так как Ми-8 вместимость у него 20 человек, для сборных, особенно групповой акробатики, очень удобно, все могли загрузиться, сделать заходы, и тем более вертолет поднимается быстро, самолет пока набирает курс. Но там отделением, ну, можно, конечно, отделяться, но по всему полю, чтобы не растягивали, по 4 человека, там, по 2 человека, по одному, Ан-2 применялся. Вот у меня альбом, это мои спортсмены, вот они, это я инструктор, а это мои ребята, моя группа, которую я готовила, парашютисты. Вот. Это тоже наши спортсмены на аэродроме. Это вот у нас, мы ждем погоду. Обычно, когда ветер поднимается, приходилось ожидать погоду, сидим. Ну, это группа, это сборная СССР по групповой акробатике была. А видите? У нас Сюда были ставьте. нет, там меня нет. Это. Вот так держите. Вот это тоже моя группа ребят. Вот этот мальчик, к сожалению, погиб в Первую войну. Вот это я, это праздник на стадионе «Динамо», вот я приземляюсь. Держать, вы? Вот. Это... Это я со своими ребятами, я их отправляю в воздух. Я это где? Вот она, я стою центре, в центре, да. Ага. Это мои ребята спортсмены. Я без очков даже не отличаю. Да. Это тоже, ну это все начинающие спортсмены еще. Сейчас они очень опытные, конечно, спортсмены. А тогда это были только-только начинающие. Это у нас был на стадионе. Нам надо было прыгнуть, и к нам должны подбежать типа скорая помощь. Ну, это училище, что ли. И они должны на носилке это нас куда-то отнести. Ну, вот. Это одна из этих фотографий. Так, ну это приземление в круг. Вот единицу 0 дает спортсмен. Так, это тоже, это сборная СССР. Вот тут Украина. Вот эти оба из Украины. Это Белоруссия. Это чемпионат СССР у нас проходил. Так, ну тут не видно. Интересно, так, тут тоже не интересно. Это вот мы, судейская коллегия в Курске. Вот я тут стою. Это вот начинающие спортсмены, это они летят на свой первый парашютный прыжок. Вот они. Это вот мои спортсмены, вот я с ними, там меня и не видно. Стоп, стоп, стоп. Все понятно. Это мои спортсмены, вот я среди них, меня там и не видно. Сейчас они по всему миру, не только России, по всему миру разлетелись, как говорится. Это вот моя группа, которую я веду на прыжки. Я как выпускающий, как инструктор, и это мои спортсмены. Это самолет Ан-2. Вот, это тоже так. Спортсмены. Это вот наш инструкторский состав. Вот инструктора и летчики. Я у них одна женщина только была. Стою вот в середине. Вот стать парашютисткой и вообще
Вот мы готовим материал вот про Лялина Суханова. Ну да. Ее имя было на слуху. Да. И, может быть, и это сподвигло вас? Вы же практически в одно время. Нет, Ляля была, она, конечно, старше меня была. Она уже летала, она уже была опытной спортсменка, летчик-спортсменка. Она победительница соревнований СССР была. Она очень легендарная личность, это Ляля. Она, ну как, моя мечта была с детства, но я все время не сомневалась, если я думала, Ляля Суханова летает, значит и я буду летать. Она как примером моим, да, стимулом, да. Я все время думала, да, я встречалась с этой женщиной, мы в Калиновке с ней встречались. Это была очень такая мужественная, такая, ну, женщина, я просто поражалась ее. Я на нее смотрела с таким вот восхищением. Она летала на таких самолетах, все такое. Ну, это военные самолеты были, это чуть ли не истребители были, на которых она летала. Но это ДСАФовские были, но все равно. Она побеждала на этих соревнованиях, была чемпионка не только нашей там республики, даже России, СССР. Она знаменитая спортсменка была, ее очень уважали всегда. И она была очень гордой женщиной. Вот, я все время на нее смотрела и всегда поражалась вот, ее, как она себя вела, как она могла себя преподнести. Вот такая вот, ну, человек был создан для подражания, что ли, вот она была. А тем более, когда я еще я еще была маленьким ребенком, ну, маленьким вообще, в Казахстане мы жили, и я уже знала об этой женщине, Анне Сухановой. Мы жили в Казахстане, мы из Казахстана приехали в 70-х годах сюда, ну, в начале 70-го, короче. А мы о ней слышали в Казахстане, о ее знаменитой «восьмерке», которую она выполняла в воздухе, мы слышали, да. И я думала, вот Ляля Суханова может летать, почему я не смогу летать? Хотя, когда я приехала в Грозный, когда вот в школе там спрашивали, кем вы будете, я когда говорила, я буду летать, все такое, все смеялись надо мной. Ну, тоже, мол, нашла профессию, ты же чеченка, вряд ли ты будешь когда-то летать. Ну, не верили, что я буду летать. А я про себя думала, ну, если Ляля Суханова летала, почему я не буду летать? О том, что я буду кем-то еще, это вообще было недопустимо для меня. Вот Ляля продолжила свое обучение в авиации. Да. Она устремилась за своей мечтой. Да. А вы вот не пошли дальше? Почему? Нет, я работала до конца там, пока наш аэродром был. Я там была начальником центра этого нашего центрального, нашей парашютной службы. Я была начальником парашютной десантной службы. Я очень много спортсменов подготовила. Очень много. Я летала до предела, пока наша авиация была. И после этого я работала, вот сейчас в Гудермесе, я там тоже работала помощником начальника центра парашютной подготовки. Ну, возраст есть возраст. Всегда уходишь на пенсию, как говорится. Хотя и не хотела я уходить, но пришлось уйти, потому что уже, ну, мне надо было и за мамой начинать уже смотреть, уже не до полетов было, не до прыжков было. Летала я, конечно, до 91-го года прыгала я. После 91-го, это в последний, нет, вру, в 94-м году были показательные прыжки, буквально перед самыми боевыми действиями на площади были показательные прыжки, мы прыгали. Вот там я последний, крайний прыжок сделала там, на эту площадь, и все, и на этом моя, как говорится, мои парашютные прыжки прекратились. Больше я не прыгала, ну не потому, что я не хотела прыгать, а потом, когда уже открыли у нас центр, у меня возраст, и мне уже неудобно как-то пойти прыгнуть, все такое, ну, все-таки менталитет наш срабатывает. Ну, понятно, это уже. Да. Вот Ляля Суханова тоже же работала в этом центре ДСАФ? Она работала, нет, она в профсоюзе работала. Она летала в ДСАФ, только это был учебно-авиационный центр ДСАФ. УАЦ ДСАФ, вот он, сокращенно. Я работала ЦПАК ДСАФ СССР. Это разные, да?
Это две разные организации. У нас не было, мы не летали, Не мы только сообщались, прыгали. да, никак? Нет, но она уже к тому времени на пенсии была. Она работала уже в профсоюзах, там где-то в профсоюзной организации она работала, да. Мы с ней, ну, виделись мы с ней, когда мы прыгали в Калиновке. Она в Калиновке была, а мы были здесь, на аэродроме. Я там один или... Я помню, это, мы с ней встретились там, в Калиновке, и то мы приехали, мы прыгали там показательные прыжки на аэродроме в этом, на Теречном районе, по-моему, сейчас не помню, где точно. У них какой-то праздник был, и мы туда полетели, прыгнули, там все такое. И, правда, меня там очень хорошо встретили, потому что я показала там результат. А результат как получился? Там постелили мат с отметкой 0. Но он был новый, и попросили на этот мат не приземляться вокруг. Ну, все прыгают вокруг, а мне так обидно. Еще и погода такая сырая была, все. А я в новых кроссовках, думаю, сейчас я буду пачкать свои кроссовки, там мат, вот он, и я прыгну. И я прыгнула там на этот мат, и прямо на в этот центр. Ну, естественно, у зрителей такое восхищение, что вот она одна только в мат попала, и все такое. Ну, это просто, наверное, был какой-то случай удачный. Ну, встречали меня, хотя я не знаю, откуда они знали меня. Ну, кричали все время: Ася, давай, там все такое. Куда мы не прыгали на показательные, даже в Шатой мы прыгали в Ачхой-Мартане, в Урус-Мартане, ну, показательные какие-то праздничные эти мероприятия. На стадионах, вот на стадион этого Динамо прыгали, стадион Орджоникидзе у нас был тут в ДК. А вот смотрите, вот вы тоже, девушка чеченка, тоже, считай, на тот момент тоже единственная. Ну, да. Ляля как-то отреагировала на это? Как-то... Нет. Она просто не обратила на вас внимания, да? Нет, почему? Она обратила внимание. Ну как, это было просто обыденно все. То есть как должное? Как должное, да. То есть да, она да. как-то не выделила вас? Нет, не выделила. Да мы с ней практически там всего-то столкнулись несколько раз, и то вот так вот мимолетом. Потому что я не в Калиновке, я здесь на аэродроме. И она уже на пенсию ушла. Нет, мы общались с ней. Пообщались. Ну, общались мы не при встрече, а в аэропорту случайно встретились. Я летела на соревнования, она по профсоюзным делам куда-то летела. Вот там мы с ней пообщались. Но это очень замечательный человек был. Она очень такая, настолько простая была. Для меня она вообще была легенда. Мне она вообще казалась такой недосягаемой. Но настолько с ней было просто общаться, и настолько с ней легко было. Тем более у нас как одна тема была. Поэтому она чему-то вас учила, напутствовала, нет, она просто говорила: держись, будет трудно. Вот. Ну, я понимала, мне было, конечно, трудно, но когда у человека есть какая-то цель, и он идет к этой цели, эти трудности, они вообще незаметны бывают. У меня была цель стать инструктором, была цель стать начальником. Я это всего добилась. Я ездила много на соревнования. Мы были, где только мы не были. СССР мы пролетали весь на соревнованиях. Мы за границу летали, мы в Польше были, мы в Германии были. И везде, меня, кстати, встречали везде хорошо. И я помню, мы прилетели в Белефельд, это ФРГ тогда было. Мы прилетели в Белефельд, нас пригласили, там есть специально парашютное кафе у них, в которое они собираются, парашютисты, по пятницам. И вот мы туда приехали, нас тоже пригласили в это кафе, мы сидели за столом, и вдруг я слышу: давайте поприветствуем нашу известную спортсменку, там такая, ну они меня не Ася назвали, не Эсет, а Айса у них вот такой, Айсу, и я слышу свою фамилию Махаури. Я думаю: о, ничего себе. И там такие овации в этом кафе в Германии. Я думаю: ну нормально, меня здесь встретили, принесли цветы, подарили, все такое.
Ну, везде встречали хорошо нас, конечно. Всегда, везде, всему обучают, чтобы правильно приземлялся, правильно ноги держал, все такое. Но дело в том, что парашют-крыло, которое, на нем не надо вот переживать. Ну, конечно, можно сломать ноги, ломают ноги, все такое, но просто надо правильно приземлиться, вот и все. Правильно рассчитать приземление, правильно купол там где-то загасить. Бывает, что выше загасил и ударился хорошенько там или еще что-то. Там много нюансов. Ну, это обыкновенно. Я не скажу там, что прям какая-то сложность там такая. Просто, да. Сложность. Самолет, постоянно надо эту таблетки драмина покупать, чтобы там не вырывать, не с ума сходить. Ну, это все вестибулярный аппарат. Его надо с детства тренировать. Да и сейчас можно тренировать. Ничего подобного. Ну, просто вот встал вот возле стенки, допустим, и начинаешь вращаться в одну сторону, в другую сторону, и все такое, чтобы не качало, там придержался. Я с детства даже на карусели не могла качаться, меня укачивало. Меня в море, купаясь, укачивается. Хочешь орять? Пьяных. Нет, этого у меня не было, потому что я с детства, я настолько вот была такая бесшабашная, не боялась я ни смерти, не было так, как у всех молодых, мы вечно живые, как говорится, да, тогда. Даже настолько я была бесшабашная, бесстрашная, что я 10-этажная стройка, мы поднимались на эту 10-этажную стройку, вот это вот по этой вот, как она там называется, вот на крыше там. Вот я иду по этому краю, вот по этому краю я иду, смотрю вниз, и мне, кроме удовольствия, ничего не было. Ну, это понятно, что вы были рождены для этого. Да, вот не было вот такого страха перед высотой у меня. Бывает, что, бывает иногда, как вот, особенно когда ты в спешке уложил парашют и думаешь, ой, как он сейчас, хоть бы запасной сработал или еще что-то такое, откажет сейчас основной. Ну, бывают такие вот. Конечно, что-то бывает там внутри, но такого прям страха такого не было. Хотя вот были ребята, даже мальчики, которые отказывались прыгать. Уже в самолете он сидит, вот у меня спортсмен-мальчик был один. Все нормально, он на земле прекрасно, он проходил тренировку, прыгал с вышки без всяких проблем. Вот мне было с вышки страшно прыгать, а он не боялся прыгать. Ну, я боялась вот этого динамического удара, у него не было этого страха. А в самолете я его подвожу, думаю, этот нормально, сейчас прыгнет. И у него вот это вот чувство раз, и он это заклинило его, и он схватился. Я не знаю, как он умудрялся отцепить этот карабин в самолете, вот этой вытяжной веревки для начинающих спортсменов. Но у него этот карабин в руках оказывался. Я на него смотрела, я поражалась, как он... Это надо оттянуть гашетку, вот эту собачку ставить, надеть на трос и опустить. Вот у него в какую-то секунду в руках оказывался этот карабин. И все, человек, иди садись. Все такое. Потом он приземляется, и Светлана, пожалуйста, дайте я еще раз прыгну, пожалуйста. Вот сейчас я прыгну, все такое. Он видит, все приземляются, восторг, все радуются. Его... с кем он занимался, там, прибегает. И я говорю, да уже бесполезно, все, я говорю, не буду я тебя поднимать. Подняла, я его 3 раза поднимала. И 3 раза он на земле умолял меня, в воздухе отказывался. Так и не смог прыгнуть. Так и не прыгнул он. Если один раз человек в самолете отказался прыгнуть, это бесполезно, его не надо даже пытаться поднимать, потому что он не прыгнет уже никогда. Некоторые бывали через страх. Я на него смотрю, ему плохо, я вижу, что он сейчас может сознание потерять, но он не отказывался, шел прыгать. Такие были, которые уже, как у меня была группа именно чисто вот это ночи, эти армейские ребята чеченские, Нохчебат, они у меня настолько вот у них такое было. Вот он говорит, да мне, говорит, я, говорит, готов был разбиться, говорит, чтобы тебе виду только не пока, когда уже приземлялись, он не признается, говорит, я, говорит, готов. Да, и они прыгали. Вот меня это больше всего в них это. И он сидит, говорит, я вижу, что он бледный сидит, что у него испарено, все такое. Думаю, может, ты не будешь прыгать? Он еще что, говорит, конечно, буду прыгать. И вот как этот трамвай вперед и прыгали. Не было отказников, наших не было отказников, вот я среди наших не видела.
И вот, но они настолько, они не потому, что вот, не боялись, они просто не хотели мне показать, что вот она прыгает каждый раз и ничего, а я как откажусь. Прыгали только так. Были молодцы, конечно. Но у нас были очень сильные команды, наша команда, Грозненская команда. Мы когда куда-то приезжали на соревнования, говорят, все, Грозный приехал, первое место нам не видать. Вот уже они готовы были, что первое место наше будет, а остальные уже вторые, третьи, пожалуйста, разбирайтесь. Я, когда ее первый раз увидела, мы думали, ну она такая прям будет. Но она с Украины сама. Думали, будет известная личность, на весь мир она известная. Да. Да, настолько это оказался простой человек. И как-то это получилось, что надо было построение у нас праздничное, а у меня нет белой футболки. И она побежала: Асенька, да сейчас мы тебе свою футболку мне это вручила, давай, не переживай. А там должны были тоже мне что-то там вручать, что такое, но все сказали, белая футболка, а у меня ее нет. И вот побежала, принесла свою футболку. Вот это вот мои спортсмены поздравляют. Какой-то прыжок юбилейный был, не помню точно, это я тоже. Вот, это тоже я вот тут вот. Это все фотографии, дело в том, что они валялись, просто мне удалось их собрать. Так, это я со своими спортсменами. Это я уже показывала фотографии. Так, тут вот она я, тоже плохо видно очень. Вот это наши чемпионы мира. Такие легенды у нас прыгали. Это мои спортсмены, я их отправляю в воздух, как говорится. Проверила, посмотрела и отправила. Это я приземляюсь на стадион, показательные прыжки были. Вот. Самый высокий у вас прыжок, с какой высоты? 4 тысячи метров. 4 километра, да? 4 километра, да. Вот прыжок, который вам хорошенько так запомнился. Ну, хорошенько запоминается только первый прыжок на всю жизнь. По-моему, это у всех. А таких вот прыжков, не знаю, чтобы вот сильно запали. Ну, такие форс-мажорные там. Да, ну, это было, вот, когда у меня отказ парашюта был, кстати, сейчас. А что, был отказ парашюта? Ну, почти у всех спортсменов, да, бывает, что? у всех. Ну, ничего, вырулила я оттуда. Вырулила. Сейчас даже где-то была фотография, по-моему. Это вот мы прыгали на Черновеченское море. Ну, вот, да. В Черновеченское. Хорошая фотография. Это моя дочка. Газеты, вот она мы прыгали соревнования «Крылья Родины», вот чемпионат «Крылья Родины» в Грозном. Чемпионат СССР это был. Это вот, кстати, знаменитая Валентина Закарецкая. Она чемпионка, многократная чемпионка мира. Настолько это был прекрасный человек, настолько она была простая, мы на нее смотрели как на чудо какое-то. Это единственное, ее рекорд никто и не побил до сих пор. Там у нас были очень мудрые инструктора. Когда это произошло, они меня тут же отправили на повторный прыжок. А если бы они отправили бы, я потом бы стала бы соображать и могла бы уже и не прыгнуть, да. Могла бы уже Тут не же это прыгнуть. прямо сразу прямо. Тут же сразу Отправляют. следующий, это не все так делают. Просто у меня вот этот вот инструктор был, вот он здесь есть. Нет, это чисто Азаров психологически. Владимир Николаевич. Он Владимир сам- Николаевич знал. он уже Что опытный делать? был, да, он вообще мудрый был. И Сейчас таких нет. сейчас, да, и он меня тут же отправляет в следующий прыжок. Типа нету, да. Нет, его что-то нету. Где-то есть у меня фотографии. Он меня тут же отправил на следующий прыжок, и все. Пока не очухалась. Да, пока не очухалась. Потом у меня было там, что-то был такой ветер, сильный ветер был. Я когда начинала, а еще парашют такой был скоростной, не очень. Я любила этот парашют, но я еще не пересела на крыло, была еще спортсменкой такой, малоопытной. И меня несет, этот ветер меня несет тут спиной. Я не пойму, ко мне так бежит этот наш начальник клуба,
Он говорит, и вот я слышу, Ася, спокойно, спокойно, спокойно. Я думаю, я и так спокойно, подумаешь, там, что тут он мне машет рукой. А потом что-то, ну, что-то там не то. Что он так это переживает? И я так резко поворачиваюсь назад и вижу, что я лечу, вот вагончик там есть для этих, коломбину мы ее называем, для хранения парашютов на старте. И меня прям спиной вот этой вот позвонком несет на эту коломбину. Если бы я ударилась, естественно, я бы, наверное, всю жизнь калекой осталась. И я тогда резко так разворачиваю свой купол, ну, и это я тоже неправильно сделала, упала, но, естественно, перелом лодыжки получила. Я когда в больницу меня привезли, и мне врач сидит, говорит, ну что, отпрыгалась? А я так удивилась, я говорю, а что, нога не заживет, что ли? Он так на меня смотрит, почему не заживет? Заживет? Я говорю, а почему тогда я отпрыгалась? Он так, ну не знаю, ну тебе что, мало что ли? А я испугалась, что что-то такое невозможное будет. Это вот наша радистка была, связистка, радистка. Вот, это я вот, как инструктор уже такой опытный. Айсен, а вот понятно, что вот была война, всех раскидало, да, все да. разрушили. Да. А тяжело было вот это все видеть вам? Ой, это не то слово тяжело, это обидно было, во-первых, мне. Я просто не понимала, за что и почему. Я не могла я понять. Нет, не было причины эту войну начинать. Не было. Везде есть, как говорится, политические там эти все. Ну, чтобы уничтожать народ, уничтожать город, ну, не было на это причины. Вот в одну секунду вот вы, Да. которые были героями всей Да, страны, команда Грозного, Да. вы в одночасье стали врагами, Врагами. Да, страны. да. Но самое интересное, что вот это когда вот этот период прошел, а я уже тогда уже начала судить. Я была уже судьей. Как спортсменка я уже не ездила, ездила как судья. И, естественно, я судья и республиканской категории была, и сейчас у меня всероссийская категория. Я и сейчас на судейство езжу, эти чемпионаты судить. Меня, конечно, я когда после вот этих вот действий наших, вот этих военных, мне прислали приглашение на семинар по парашютному спорту. Я поехала в Москву на этот семинар. Ну вот я не знала, как будет, какое отношение вот после вот этих вот, какое отношение будет ко мне как к чеченке, и какое у меня будет отношение к ним как к русской, как к русским. И я когда вошла в зал заседания, где проходит семинар этот судей парашютного спорта, и вот так вот я зашла. Молодежь, конечно, меня не знала, но вот эти вот моего возраста, которые со мной прыгали, все такое. Она как-то посмотрела, это, кстати, очень известная спортсменка Зинаида Курицына, которая первая. Она посмотрела, говорит, ой, это же наша Ася, и так на весь зал закричала. И эти ребята все вот эти, как вскочили, все прибежали, они меня обнимают, целуют, говорят, как хорошо, что, говорит, ты приехала, все такое. Встретили меня, конечно, на ура. И прям я там как почетный гость у них была. Очень хорошо встретили. Напряженность ваша вот спала, ну, спала, да? Ну, как, да, конечно, а спала. напряженность была, вы боялись? Нет, я не боялась. Я Какой-то неадекватной реакции. вот я думала, как отнесутся ко мне и как я отнесусь к ним. Все-таки у меня было больше причин, потому что у меня очень много родственников погибло в эту войну. Обижаться, Да, да. Ну вот этого не было, потому что я поняла, что виноваты не они, не мы, виновата политика, которая была против нас тогда. А мы рядовые люди, которые у нас не может быть друг против друга вражды, потому что ну, никто ничего плохого, но от себя никто не идет туда, как говорится, воевать. Даже вот и сейчас, и вообще, ну не знаю, я не политик, конечно, но... Вы родились в одной стране, да. Вы были одним народом, да, да. В стране, которой больше нет, да. И когда мы жили в этой стране, и у нас не было ты там казах, ты там татар, ты там узбек, ты там чеченец, ну не было этого.
Ну, как, бывали, ну, как, ну, в семье не без урода, как говорится, всякое в жизни случалось. Но вот такого, чтобы я могла в любую республику приехать, и у меня в любой республике были ну, парашютисты, которым я могла без всяких Друзья. прийти да, домой, с ними переночевать, там, ну, девочки наши, и в Ростове, я ездила, и в Казахстан я ездила. Я не искала гостиниц, потому что я знала, я позвоню, вот я и лечу к вам. Или они ко мне летели. Они останавливались у меня. Не было никаких там проблем, вот, чтобы... Вот сейчас с этим проблемы. Сейчас люди какие-то стали более закрытые. А вот тогда они были более открытые. Сейчас вот ты думаешь, надо гостиницу искать. Или еще, ну есть у меня такие друзья, и сейчас везде есть, к кому я могу приехать, меня хорошо встретят, все такое. Но тогда это было проще. Да. Намного проще. Я никогда не переживала, что я прилечу там в Ташкент, и у меня негде будет переночевать там. Или прилечу на Украину, и там негде будет переночевать. А сейчас вот Украина – это чужая страна, Ташкент – это чужая страна. Ну, все разделились. Хотя меня поражает то, что эти 15 республик, которые мы были единым кулаком, все любили друг друга, ездили друг к другу, не было никаких претензий, не было никаких там каких-то взглядов, ты такой-то, ты сякой-то. И вдруг в одночасье, в какой-то миг раз и развалились, и они все стали чужие, и все стали друг друга ненавидеть. Оказывается, меня поражало, ну неужели мы были врагами? Почему мы сейчас ругаемся со всеми? Почему куда делся тот мир, в котором мы жили? Ну, это политика, я в ней не разбираюсь, я говорю, я как обыватель говорю.